والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. От Анаса радиаллаху та'аля, от пророка алейхиссалату вассалям, который сказал: «Кафарату ман ихтабтаху ан тастагфира лаху». Искупление, если ты сказал о ком-то за глаза, то есть совершил злословие в отношении кого-то, искупление за это, что ты должен попросить за него прощения. Аллах субхану ва та'аля, для него прощения. Говорит автор, хадис перевел Харис бин Аби Усама, со слабым иснадом. То есть иснад этого хадиса, он является слабым. И так сказано в хадисе, что если ты о ком-то сказал плохо за глаза, то есть совершил злословие, как это искупить? Искупить, то есть через, сказано здесь, через просьбу прощения у Аллаха для этого человека. Кафара, на самом деле, братья, этот корень кафара, мы знаем, он указывает на что? На прикрытие. Хорошо? То есть кафара как бы сатира, то есть то, что прикрывает. То есть ты сейчас совершил грех. Хорошо? Ты сейчас рассказал об этом человеке. И кафара, искупление этого, то есть прикрыть грех. Прикрыть грех человека, о котором ты сказал плохо. Через что? Через просьбу прощения Аллаха субхану ва та'аля. Это будет искупление. Ты сейчас совершил против него преступление, то есть злословие. Кафара, что такое кафара? Прикрытие. Прикрытие чего? Греха того человека, о котором ты сказал плохо. Потому что ты попросишь прощения у Аллаха субхану ва та'аля за этого человека. Скажешь Аллахумма гфирли. Этот хадис, как автор говорит, иснад его слабый. Но основания у хадиса есть. То есть текст хадиса, у него есть основания. Почему? Потому что если ты сказал плохо о человеке за глаза, то есть совершил гиба, и этот человек не знает об этом, человек не знает, что ты сейчас сделал. Ты сейчас на самом деле совершил преступление против этого человека. Хорошо? То есть ты совершил грех, который связан с этим человеком. Поэтому как искупить теперь это? Искупить тем, что за его грех ты попросишь прощения у Аллаха субхану ва та'аля. Поэтому основания есть у этого и передано от некоторых предшественников. Вообще же этот вопрос нуждается в уточнении. Нуждается в уточнении. Если ты совершил гиба, гиба это, мы знаем, злословие из великих грехов, из великих прегрешений, то в первую очередь что надлежит тебе? В первую очередь тебе надлежит покаяться перед Аллахом субхану ва та'аля. Покаяние подразумевает сожаление в сердце, решимость никогда это впредь не совершать, оставление этого греха незамедлительное. Хорошо? Это что? Это условие для покаяния. И искренность этого покаяния должна быть у тебя. Теперь вопрос, а если этот человек узнал о том, что ты злословил о нем, это один случай. Если он не знает об этом, это второй случай. Но в любом случае, сейчас совершенный твой грех, это только между тобой и Аллахом, или ты еще чье-то право задел? Нарушил право человека. Нарушил, ты покрутился на его честь. Поэтому обязательно с ним надо уладить, с этим человеком, иначе твое покаяние не будет действительным, не будет принятым. Но вопрос, как уладить с ним? Некоторые ученые говорят, нужно пойти и попросить у него прощения. Пойди, попроси у него прощения. Другие ученые уточняют. Это пойти к нему, просить у него прощения нужно тогда, когда он узнал о том, что ты говорил о нем плохо. А иначе не нужно идти. Почему? Потому что ты не знаешь, как этот человек отреагирует. Он не знал об этом. Прийти сейчас к нему сказать, я про тебя сказал то-то и то-то, извини меня. Что будет? Это может быть человек очень впечатлительный и ранимый. Может он вообще не выдержит того, что про него сказали такие слова где-то. Ему будет очень больно. А может так случиться, что он настолько на тебя еще сильнее обидится, что он тебе не простит, и еще ухудшатся отношения ваши, если ты ему пойдешь и расскажешь. Хорошо? Поэтому либо ты пойди и скажи ему, я когда-то про тебя сказал плохо, прости меня. Либо, другие уляма говорят, если он не знает, то тогда и не говори ничего ему, а лучше прибегни вот к этому способу, который здесь, в этом хадисе, то есть попроси прощения у Аллаха для этого человека. И
поступи обратным образом. Ты сейчас про него сказал плохо, поэтому как можно это исправить? Теперь скажи об этом человеке хорошо. В том именно месте, где ты про него говорил плохо. Хорошо? То есть ты компенсируешь ему ущерб, который ты ему нанес. Каким образом? Тем, что теперь будешь говорить про него хорошо. То есть будешь упоминать его хорошие стороны теперь, а не плохие. Перед этим Хасан аль-Басри, он говорил, что достаточно просить прощения у Аллаха для этого человека. То есть сделать истихфар, попросить прощения для его грехов, а не пойти к тому человеку просить у него прощения. Но это мы сказали когда? Когда тот не знает про риба. Итак, это от кого передано? От Хасана аль-Басри. Он говорит, достаточно тебе попросить прощения у Аллаха для грехов этого человека, о котором ты говорил плохо. При условии опять каком? Что он не знает. Хорошо. От Муджахида передано, что он говорил? Искупление, если ты поел мясо твоего брата, то есть сказал о нем плохо за глаза, искупление этого похвалить твоего брата теперь, там, где ты сказал про него плохо, и сделать за него дуа, то есть помолиться за него Аллаху Субхану ва Тааля. Это что касается данного хадиса.